Уже при жизни пророка Мухаммеда среди его сподвижников выделилась группа людей, которые не ограничивались формальным исполнением своего религиозного долга. Ведя аскетический образ жизни, размышляя над откровениями, предаваясь созерцанию, они пытались постичь скрытый смысл Корана. Именно эти сахабы, то есть соратники посланника Божьего, Абу Зар, Абу Дарда, Салман аль-Фариси и другие считаются основоположниками суфизма. Каковы причины его возникновения и какой след он оставил в истории Башкортостана? Насколько вопрос о суфизме и его влиянии на историю и культуру мусульманских народов является большим и многогранным, настолько же и политически острым в свете современных противоречий внутри мусульманской общины. Сегодня суфизм подвергается жесткой критике со стороны салафитов, сторонников, как говорят они, первоначального ислама. В данной программе мы не ставим целью выяснить, кто из них прав или не прав. Мы хотим лишь показать, что в отрыве от суфизма невозможно понять прошлое Башкортостана, как, впрочем, и других регионов России и мира. Нужно сказать, что название суфизм является термином европейской науки. На мусульманском Востоке для его обозначения использовался термин «тасаввуф». Суфизм, тасаввуф – мистическое учение богопознания, название которого большинство исследователей возводят к арабскому слову «суф» – шерсть, так как первые аскеты суфии носили шерстяные одежды. Сами суфии склонны толковать термин «тасаввуф» как производное от слова «сафа», то есть «чистота». Суфизм не был, как утверждают некоторые его противники, прихотью праздного умозрения, так как его предпосылки заложены в Коране. Коран же, как верят мусульмане, есть откровение, ниспосланное Аллахом, в котором содержится его прямая речь. В одном из аятов Аллах прямо декларирует мистический путь богопознания. «А когда спрашивают тебя, рабы мои, обо мне, то ведь я близок. Отвечаю призыву зовущего, когда он позовет меня». Сура Корова. Суфизм или исламский мистицизм все-таки явление, которое возникло под влиянием факторов, присущих самой исламской религии. И многие основания исламского мистицизма, суфизма, они имеют место как в самом Коране, так и во втором источнике исламской религии, а именно в Сунне или своде высказываний о словах и поступках пророка Мухаммада. В Коране имеются также основные положения суфизма о явном и скрытом знании, первое из которых постигается разумом, а второе – интуицией. На вопрос фараона «Что есть Господь миров?» Моисей ответил: «Господь Востока и Запада, и того, что между ними, если вы разумеете». Сура Поэты. Почему Аллах Господь Востока и Запада? Почему не Юга и Севера? Как объясняет величайший исламский мистик Ибн Араби, Восток означает явное, открытое взору знание аз-Захир, так как на Востоке восходит солнце, освещая мир. Запад – скрытый от взора, неявленное чувством знание аль-Батын, так как на Западе исчезает солнце, погружая все во мрак. Аллаху принадлежат Восток и Запад. Куда бы вы ни повернулись, там будет лик Аллаха. Воистину Аллах объемлющий, знающий. Сура Корова. Данный аят являлся одним из источников для знаменитого суфийского учения Вахдат аль-Вуджуд – единство существования, согласно которому Бог не только создал этот мир, но и удостоил его своим присутствием. Поэтому все сущее является не падшей и греховной материей, которой правит дьявол, а истечением божественного света. Отношения между Богом и миром, или между первоначалом и феноменальным миром, надо представлять не как отношения взаимоисключения, а как отношения взаимообусловливания. А именно, что Бог и мир представляют собой условия существования друг друга. Чтобы, конечно, разительно отличалось от предшествующей традиции, даже религиозно-философской традиции исламского мира.
Заканчивая краткий экскурс в теорию исламского мистицизма, зададимся вопросом: что есть суфизм? Вопрос не праздный, так как в представлении непросвещенной публики он является чем-то наподобие отдельного направления мусульманской религии. На самом деле суфизм – плоть от плоти ислама. Суфи принадлежали ко всем 4 богословско-правовым школам-масхабам – ханафитскому, шафиитскому, маликитскому и даже ханбалитскому, ставшему основой для салафитских направлений, в том числе ваххабизму. Имам Мухаммед аль-Газали определял тасаввуф как исламскую науку о мистическом пути богопознания. Как и любую науку, люди вольны изучать или не изучать. Это дело вкуса. Многим в силу их умственных способностей и духовного развития она просто не по зубам. Имам аль-Газали доказывал, что нормы шариата без придания им этического смысла превращаются в бездушный закон. Нравственную окраску ему может дать только суфизм тасаввуф. Аль-Газали писал: «Тасаввуф – это очищение сердца только для Аллаха и пренебрежение всем остальным». Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали, 1058-1111 годы жизни. Родился в Иране. Теолог, шафиитский факих, философ и суфий, автор эпохального трактата «Воскрешение наук о вере». Фактически на всех территориях, не вошедших в состав арабского халифата, в землях, где не было мусульманского правления, от Боснии на западе до Индонезии на востоке, от экваториальной Африки на юге до сибирской тундры на севере, ислам распространяли именно суфийские проповедники. Не исключением была и Башкирия. С Кораном в одной руке и с дервишеским посохом в другой, невзирая на голод и холод, опасность со стороны подстерегающих разбойников, гигантские расстояния, суфийские шейхи и их мюриды самоотверженно отправлялись в свои многотрудные путешествия. Я стал дервишем, зикры шепча день и ночь. Кроме Бога я гнал остальное все прочь. Мотылек, я не мог жар любви превозмочь и летел на огонь, чтоб сгореть без остатка, писал суфийский шейх и тюркский поэт Ахмед Ясави. В казахстанском городе Туркестан, носившем ранее название Ессы, стоит огромный мавзолей, построенный в честь великого тюркского мистика и подвижника Хаджа Ахмеда Ясави. Хаджа Ахмед Ясави, 1103-1166 годы жизни. Поэт и эпоним суфийского братства Ясавия. Проживал в городе Ессы, ныне город Туркестан в Казахстане. Отсюда его низба – Ясави. Орден Ясавия сыграл огромную роль в исламизации тюркских степей. В начале XIV века по призыву хана Башкирии, которого европейские источники называют латинским термином «принцепс», то есть «государь», в наш край прибывает шейх ордена Ясавия Хусейнбек. Он становится имамом Башкирии и мусульманским кади, то есть судьей, выносящим решения на основе шариата. До него, по всей видимости, таковым был другой суфийский шейх Мухаммад Рамазан аль-Ауш, чья могила находится в Училинском районе республики. Он жил в XIII веке во времена Берке хана. Суфизм на определенном этапе своего развития, особенно в XII, XIII, XIV веках, стал доминирующей силой в мусульманском мире. Многие мусульманские ученые одновременно были представителями суфизма. Иначе говоря, суфизм занял свое важное место в исламской религии, в исламской культуре и сам стал фактором во многом определяющим уже дальнейшее развитие мусульманского мира. В XVII-XVIII веках орден Ясавия постепенно утрачивает свои позиции, уступая место другому суфийскому братству Накшбандия. Однако приверженцы старой традиции существовали вплоть до XX века. Ахмед Заки Валиди пишет в своих воспоминаниях: «Моя мать находилась под сильным влиянием дервиша, который часто к нам приходил. Его звали Дивана Муллакул. Он происходил от кипчакского рода
и принадлежал к малоизвестной у нас секте суфиев Ахмеда Ясави из Туркестана. В мистический экстаз он вступал в процессе чтения стихов религиозного содержания, подпрыгивая и мотая головой в разные стороны. Отец принадлежал к секте Накшбанда, где принято эти заклинания произносить про себя, без шума. Как следует из приведенной цитаты, члены братства Ясавии практиковали громкий зикр, то есть громогласное прославление Бога, а также особую психотехнику вхождения в транс. Аналогичным инструментарием до сих пор пользуются последователи шейха Кунта Хаджи в Чечне и Ингушетии, а также дервиши иракского Курдистана. И первые, и вторые относятся к братству Кадирия. В Турции похожую практику используют так называемые крутящиеся дервиши из братства Мавлевия. На эту сторону суфизма всегда обращается пристальное внимание, как будто в этом и заключается весь смысл учения о мистическом пути богопознания. Для критиков суфизма это очень выигрышный момент для обвинения его последователей в шаманизме и прочих непристойностях. На самом деле описанное телодвижение не является обязательным атрибутом суфийской практики. Не случайно братство Накшбандии отказалось от экстатических излишеств. Суфизм, являясь первопроходцем ислама в нетронутых авраамической традиции просторах Севера Евразии, ассимилировал множество местных культов и доисламских верований. Поэтому у суфизма было два лика. С одной стороны народный, крестьянско-плебейский суфизм, с другой высокий, доктринальный суфизм. Последний был уделом таких классиков башкирской культуры, как Мавля Кулуй, Таджаддин Елсыгул аль-Башкурти, Шамс-ад-Дин Заки, Али Чукури, Мифтах ад-Дин Акмула, Зайнулла Расули. Суфиями были большинство выдающихся башкирских поэтов, деятелей, в том числе предводителей восстания. Суфизм особенно был развит в Башкортостане, даже вот по сравнению с Татарстаном, где все-таки превалировала идеологическая и теологическая ученость. А вот суфизм, как практика, это все-таки в Башкирии имел наибольшее распространение, если брать вот наш регион Урала-Поволжья. В критические моменты истории суфизм мгновенно приобретал форму политического протеста. Он реагировал на все запросы мусульманской общины, давал ответы на вызовы времени. И в этом его уникальность. Суфизм сыграл значительную роль в политической истории башкир. Оказывается, многие предводители восстания были суфиями, причем они поддерживали связь с народами Казахстана, Средней Азии, тоже через суфийские связи. В то время на огромной территории Средней Азии, Казахстана, Урала-Поволжья действовали два тариката – Яссавия и Накшбандия. В частности, Кучум хан и его потомки были суфиями. Вот, скажем, правнук Кучума – Кучук. Кучук, правнук сибирского хана Кучума, был провозглашен ханом Башкирии. Участвовал в двух башкирских восстаниях 1662-1664 годов и 1704-1711 годов. Кучук-хан был послушником-мюридом братства Яссавия, за что удостоился погребения на территории мемориального комплекса Ахмеда Ясави. Суфиям традиционно приписывались так называемые карамат, то есть чудотворения, которые они якобы могли совершать. Поэтому там, где в источниках тем или иным историческим личностям приписывается карамат, тем более, если эти люди объявляются святыми, можно констатировать, что речь идет о суфиях. Таким образом, чудотворство, реальное или мнимое, дар ясновидения, а также святость являются своеобразными маркерами, по которым можно их определить. В 1681 году в Башкирии вспыхнуло восстание, непосредственной причиной которого стали захваты башкирских земель под строительство крепостей Закамской засечной линии, а также религиозная политика русского государства, направленная на ущемление прав мусульман. Духовным вождем движения стал некто Саид Джафар, о котором в одной старинной рукописи рассказывается:
среди башкирских ханов появился один святой, обнаруживая в себе дар чудотворения, и стал призывать народ к исламской вере. Имя его – Сеид Джафар. Сеид в переводе с арабского языка значит «господин». В странах Востока так именовали потомков Мухаммеда от его дочери Фатимы. Таким образом, Сеид Джафар принадлежал к дому пророка. В сиитовском восстании, по сведениям Катанова, сиита повстанцы называли святым и чудотворцем. А вот эти вот качества – карамат, баракат – они применимы только к суфиям. То есть вот по этим признакам можно безошибочно определить, что речь идет о суфии и ни о ком другом. В следующее башкирское восстание 1704-1711 годов суфии также играли роль духовных лидеров. Ханом Башкирии по-прежнему был престарелый Кучук-хан, поэтому его сын Мурат носил титул султана, то есть принца крови. Суфизм играл роль интегрирующую и в то же время как движущая сила башкирских восстаний. Во время Алдар-Кусюмовского восстания целая группа суфиев, выдающихся, действовала на территории Башкортостана. Это, во-первых, Мурат, который был выдающимся шейхом, вот судя по отрывочным данным. В 1708 году царские власти получили сведения. Посылали к султану турецкому и к хану крымскому посланцев все башкирцы и мещеряки, чтобы им дал кому ими владеть. И те их посыльщики привезли с Кубани султан Хазю, что называется ханом, и все ему Куран целовали, чтобы им быть всем ему послушны, а откуда он султан и какой, того он не ведает, только де батыри и все башкирцы за святого его почитают и воздают ему честь. Упомянутый султан Хазя – это, по всей видимости, и есть султан Мурат. Являясь принцем крови, то есть чингизидом, он именуется султаном, а его прозвище Хазя есть не что иное, как исхоженное хаджа. Хаджа по-персидски господин, хозяин, владыка. Этот титул носили именно суфийские шейхи. Султан Мурат затем проник на Кавказ, где начал проповедь ислама на суфийский манер, то есть непринужденно, без насилия, используя понятные народу образы. Она была настолько успешной, что горцы провозгласили его своим имамом. Русский историк Сергей Соловьев писал: в 1707 году уфимский башкирец, назвавшись султаном, ездил в Константинополь и Крым просить помощи делу единоверцев. Потом пробрался на Кубань, оттуда к горским народам, чеченцам, мичкисам, аксайцам, и прельстил их, выдавая себя за святого и за султана башкирского. Горцы провозгласили его своим владыкой. Кстати, вот он в этом восстании в 3 ипостасях выступает. Первый как предводитель восстания, вторая ипостась как чингизид, а это очень важный признак, потому что чингизиды – это потомки сюзеренов башкир. В эпоху Золотой Орды в течение нескольких столетий башкиры подчинялись потомкам Чингисхана. И третья ипостась – это суфийский шейх, то есть они были духовными наставниками. То есть в данном случае они были просто универсальными лидерами. Схожий тип предводителя представлял собой один из организаторов башкирского восстания 1735-1740 годов Карасакал, родственник Мурата. На конечном этапе этого восстания башкир возглавил Карасакал, о котором говорили, что он может видеть на расстоянии, может вызывать дождь, снег, ну и прочие чудеса. Сейчас мы не говорим о том, было ли это действительно, мы просто говорим, что это признак выдающихся суфийских шейхов, которые якобы вот обладали такими качествами. Вот это для нас, историков, важно. Карасакал – вождь башкирского восстания 1740 года, чингизид, потомок хана Кучума, настоящее имя Байбулат Хасанов, последний хан Башкирии. Идейный вождь следующего башкирского восстания 1755 года Мулла Батыршах Алиев также, по всей видимости, состоял в одном из братств
тарикатов. Данный вывод следует из того, что в своем знаменитом послании к императрице Елизавете Петровне он постоянно называет себя мискин, то есть несчастный, что наравне со словом факир является синонимом суфия. Но даже без этих доводов приверженность Батыршаха Алиева суфизму вне всяких сомнений. По той простой причине, что в те времена суфийские тарикаты-ордена были единственной формой организации мусульман. Поэтому нет ничего удивительного в том, что суфием, судя по всему, был и Салават Юлаев. Об этом говорят свидетельства младших современников, легенды и его стихи. О его принадлежности к тарикату можно судить по его творчеству. Вот возьмите его стихи, там всюду присутствует Бог, Аллах. Это говорит, во-первых, о том, что он был глубоко религиозным человеком. Ну а для подготовленных историков, которые знают историю суфизма, знают признаки суфизма, ясно, что через творчество Салавата красной нитью проходит мысль всепоглощающей любви к Богу, как Творцу всего сущего. А это, опять-таки, признак суфизма. «О, Урал мой благодатный, про тебя пою, песню ту мою и твое величие славлю, на тебя глядя, сознаю величие Бога, Божие дела». Глядя на Урал, Салават познает величие Аллаха. Это чисто суфийское мировосприятие. Куда бы вы ни бросили взгляд, везде лицо Божье или по творению узнаете вы Творца. Русские авторы XIX века, писавшие, как говорится, по горячим следам пугачевщины, единодушно изображают Салавата не только отважным воином, но и глубоко верующим человеком и вдохновенным поэтом. Лично прослушав ряд песен башкирских сказителей о Салавате, Руф Игнатьев делает вывод, что это был Батыр, посланник Аллаха и патриот, вроде какого-нибудь Казимулы или Шамиля. Как известно, имам Шамиль состоял в братстве Накшбандия Халидия и являлся лидером движения горцев за освобождение Кавказа от власти Российской империи. Сходство между двумя героями подмечено давно. Салават Юлаев удивительным образом соединял в себе несколько сторон суфийского мироощущения и мировоззрения, проявившегося в духовной практике, в творчестве, в его вооруженной борьбе. Как пишет Филипп Нефедов, в своем религиозно-поэтическом настроении он не раз уже слышал голос самого Бога, повелевавшего ему восстать на врагов и освободить свой народ. Но отгремели восстания. Башкирское общество столкнулось с новыми вызовами истории. В Россию пришел капитализм, требовавший модернизации общества. Суфизм и здесь нашел в себе силы приспособиться к быстро меняющейся ситуации. Например, последний великий шейх братства Накшбандия в Урало-Поволжье Зайнулла Расулев учредил медресе Расулия, ставший одним из лучших учебных заведений мусульманского мира. Шейх и его мугалимы подготовили целую плеяду национальной интеллигенции, которая затем проявила себя на поприще государственного строительства, литературы и науки. Суфизм – это широкая область культуры. Во-первых, это наследие всей культуры Востока. Ведь именно суфии были выдающимися поэтами, философами, богословами. И вот частица вот этой культуры и впитал в себя Валиди. И потом же он с гордостью говорил, оказывается, я прикоснулся к великой культуре Востока через своих родителей. Суфизм был единственной формой мировосприятия и мировоззрения для мусульман Урала-Поволжья на протяжении нескольких веков. Призывы отбросить его как ненужный хлам равнозначны призывам отказаться от собственной культуры и истории. Скорее всего, суфизм уже никогда не будет иметь того безграничного влияния, какое он имел прежде, ведь нельзя войти в одну реку дважды. Но это не значит, что мы не должны изучать его потрясающее интеллектуальное наследие. Суфизм безраздельно владел умами мусульман вплоть до недавнего времени, пока в исламе не заявили о себе обновленческие тенденции, выразившиеся в салафизме.
Сразу же обозначилось противостояние между этими двумя направлениями, хотя, как говорилось в начале программы, спор между ними носит доктринальный характер, не касающийся основ исламского вероучения, а потому нет никаких оснований для обвинений друг друга в неверии. Но, по всей видимости, все мы немного большевики, не признающие чужого мнения и живущие по принципу «кто не с нами, тот против нас».